Меня зовут Асиль Чекирова. Сейчас я работаю в Чуйском областном суде, являюсь заместителем председателя по гражданским и экономическим делам. Первое дело так получилось, что пришли стороны, которые уже давно в конфликте. Это дело несколько лет уже в суде рассматривалось. После того, как дело рассмотрели, сторона проигравшая, она зашла в кабинет, тогда у нас прямой, свободный доступ был. Вот вы молодая, вы только все начинаете, уже вот такие решения принимаете. И я вот как-то последующие 2 дня после ее слов я ни с кем не могла разговаривать. Ну, в общем, она меня очень сильно закалила в тот момент. Уважаемые судебные коллеги, прошу, начните рассмотрение или решение этого ходатайства в сегодняшнем процессе. За каждым делом у нас, значит, стоит судьба человека. Это очень стресс каждый раз для нас. Несмотря на то, что даже мы втроем это решение принимаем, мы такой же стресс испытываем, такие же эмоциональные перегрузки у нас. Слушается гражданское дело по апелляционной жалобе на решение Сокуловского района суда Чуйской области от 22 января 2018 года. Самые эмоциональные дела – это семейные. Особенно, когда это касается воспитания детей. Потому что для родителей как-то так получилось, что они часто используют как орудие в своей борьбе между собой своего ребенка. И так хочется в этот момент просто забрать у родителей этого ребенка, обнять и просто... Просили назначить экспертизу. В связи с этим мы пригласили специалиста Айлюк Мету, который нам даст пояснение по акту. Бывают такие дела, когда сторон приглашаешь присесть после оглашения решения и объясняешь, почему именно к такому решению ты пришел. Говорит о том, что человек не просто принял решение какое-то. То, что думал человек над этим, оценивал, анализировал. И поэтому вот к такому решению придешь. Когда вот это разъясняешь правильно, и впечатление о твоей работе создается правильно. Всегда легче сказать адвокату, что судьи, они нечестные, они поэтому приняли такое решение. Конечно, это недоверие, оно на пустом месте, оно не возникло. Конечно. Каждый раз, когда я слышу вот такие нелестные слова о судебности, мне всегда стыдно бывает. Потому что суд – это же не только судьи, это еще огромный аппарат судов, которые действительно иногда работают круглые сутки. Столько дел рассматривают. Например, у нас по Чуйской области 16 тысяч дел было рассмотрено за этот год. И к нам обжаловано было только 5% от этих дел. То есть в остальных случаях 95% люди, они согласны с решением суда. Наши коллеги, они съездили в Американскую ассоциацию женщин-судей, им там понравилось, они приехали и, в общем-то, предложили такую же ассоциацию создать у нас. И в 2015 году такая ассоциация была создана, она успешно до сегодняшнего дня работает для того, чтобы улучшить доступ к правосудию уязвимых слоев населения. Там, значит, определены фокус-группы, это мигранты, женщины, дети, лица с ограниченными возможностями здоровья. Среди стран азиатского региона у нас она пока единственная. И вот сейчас Казахстан, как-то к нам Таджикистан, вот они только как бы задумываются. Какие-то первые шаги делать, но мы были пионерами в этой области. И, в общем-то, мы очень этим гордимся. Ваше заявление позже, наверное, немножко отнесу. Я думаю, что мы вместе там больше пользы принесем. Часто задают вопросы, даже мне вообще-то задали вопрос. Вот вам 40 лет, у вас семья, у вас дети, вы производите впечатление такой счастливой женщины, зачем вы в судебную систему идти? Наш менталитет предполагает, что такое решение самостоятельно очень трудно женщине принять. Но, как и другие женщины, после работы мне приходится заниматься домашними делами, заботиться о том, чтобы у моей семьи был ужин вкусный. Я также исполняю роль снохи в своей семье, помогаю родственникам, помогаю родителям мужа. У меня есть 2 дочери, и значит, и мой муж со мной в этом согласен, что мы сейчас в них тоже воспитываем, что женщина она должна быть самостоятельной. Женщина никогда не должна перекладывать ответственность на кого-то. Она никогда не должна бояться принимать решения. Она не должна ничего бояться. А для этого ей нужно хорошее образование в первую очередь. Молодец.
Умничка моя. Я тобой горжусь. Профессия судьи, она предполагает ежедневную работу над собой. Ты каждый день нужно следить, должен быть в курсе новостей политических, в курсе новостей законодательства, потому что у нас очень динамичное законодательство, оно постоянно меняется. Этим должен каждый судья заниматься. И чем больше уровень образования, тем больше и нравственные качества растут. Мне кажется, вот так.